Наши отцы, матеря, дети, грудные дети были погружены в вагоны, которые не были приспособлены не то что передвижение для людей, а они были абсолютно непригодны даже на несколько минут нахождения зимой, в февральские дни. И всегда, как сегодня, хотя прошло 77 лет, мы помним, мы из своих рассказов дедов, отцов и сегодня живущих знаем, какие тяготы, лишения мы и наш народ перенесли. Сегодня мы знаем одно: мы смогли выстоять, мы смогли сберечь себя, свою культуру, свой язык. И самое циничное, в моем понимании, и, наверное, всех, что этот день выбрал, мне кажется, какой-то изувер, 23 февраля, чтобы посеять смуту, вечную смуту на будущее в нас, в нашем народе. Именно 23 февраля, именно в день Советской армии, чтобы в нас зародилась обида, было сделано не 25-го, не 27-го, а именно 23-го, как будто вот цинично, специально. И я думаю, это было сделано умышленно. Умышленно, чтобы мы всю жизнь держали в себе. А в то время, 23 февраля 1944 года, на фронтах находились более 6 тысяч ингушей, которые воевали вместе со всем народом Советского Союза против фашистских захватчиков. Они возвращались не домой после победы. Представляете, какая горечь у них была, когда они узнавали, что их мать, отец, дед, дети находятся в ссылке. И он заслуженными орденами, герой, возвращался не в свой дом, не в свое село, не к своим родным, а в землянки, где уже многие погибли, умерли от голода, от холода. И этот офицер не выдерживал. Фронтовики не выдерживали ту боль. Вы представьте себе, когда вся страна ликует, а он из окопов в ссылку. И таких, я бы сказал, бесчеловечных, совершенно непонятных поступков в то время совершила власть Сталина. Это осталось у каждого у нас в сердце. Мы никогда этого не забудем. Они надеялись, наверное, что, сделав это 23 февраля, что мы перестанем относиться к армии. Но уже после первых лет, когда нам было позволено, вышло постановление о возвращении домой, уже многие пошли в армию, уже служили, и многие здесь сидящие, я скажу, уже были в 60-х годах, 70-х в армии, и сегодня у нас служат и солдаты, и матросы, и мичманы, и старшие офицеры, генералы в армии. И мы, как и весь народ России, стоим на защите Отечества, нашего Отечества в целом. Слабость нашу они почувствовали, там думали, что у нас не хватит духа. Но мудрые наши старейшины, мудрые наши родители после самой страшной высылки вернулись. И родители настраивались
на знание, то есть, чтобы мы учились, чтобы мы работали, чтобы мы возрождали себя в первую очередь, себя в голове, в душе, и мы возродились. Сегодня у нас страшный день, и мы каждый год его переживаем, каждого по-своему. Она такая же боль у чеченцев, балкарцев, карачаевцев, немцев поволжских, калмыков. Они тоже переживают. Досталось в то время народам без беззакония, бесправия. Но все-таки они вернулись и возрождают, и идут вперед. Я сегодня хотел бы ту скорбь, которая в каждом $1 никогда дослудаться. Это страшно было. Сагдавол еще отсюда. Сагдавол еще отсюда. Цилдаха хамди, вош юш да. Поэтому военханерам дослудаться сегодня, осознавая боль, понимая ее, зная ее, мы будем помнить, мы никогда не забудем, но нам надо идти вперед. Нам надо, чтобы видел весь народ нашего Отечества, нашей России, что мы сильные. Мы будем учиться. Мы будем учиться на врача, учителя, слесаря, неважно кто. Но у нас республика, она возрождается. У нас многое сделано и будет делаться. Но мы не сможем, вы бартабуатиш, сабр дуатиш, вы не схубацвай. Не надо вот каждому говорить, каждый, чтобы думал, сун халу дука качай, хюн кезика качай, каждого боль своя. Халу шималчин качай, шималчан качай. Каждую семью пришла с нанес дуцерес, с нан ариали бел ити. Бусун дина ёлаш калса герёх, еги соседи, они умерли, она их целый с утра до вечера, до вовка жёл, калса. Эзматар дуслудац. Но сегодня у нас есть возможность. У нас был, я помню, техникум Назрани, одно учебное заведение. Сегодня у нас есть 16 техникумов. У нас есть университет. У нас учится за пределами республики по всей России наша молодежь. Работает, достойно несет вахту. Харцуи ведь я. Сдецулуш. Тахана. Вай кегинаха. Мухаммад дадуахаш. Вперед идти нам нужно. Надо идти вперед всегда. Дабянчем, дал кагеда бол, дал геш долча, дал барт биш болбей, дал дикмайка мудол веха. Баркал халчон.